Здравствуйте. Основная тема сегодняшней передачи – кто будет президентом нашей республики на новый срок. Напомню, что 29 октября истек срок, когда полпред президента Российской Федерации на Дальнем Востоке Камиль Исхаков должен был представить главе государства своих кандидатов на этот самый пост. Статус этого документа, представление, я имею в виду служебный, рабочий такой документ, соответственно, никаких официальных сообщений о том, направлен он или нет, а тем более уж о его содержании, конечно же, нет, и ждать их не приходится. Однако почва для комментариев все-таки есть. Мы поговорим об этом на эту тему сразу же после рассказа о наиболее заметных событиях последних дней. Здравствуйте. Начну с неприятной новости. Сегодня на планерке в мэрии было сообщено о повышении с 1 января 2007 года тарифов на проезд в городских автобусах. Хотя это повышение будет минимальным, всего на 1 рубль, а все-таки неприятно. Ну, если от этого станет кому-то легче, то, наверное, на фоне общего предполагаемого повышения стоимости коммунальных услуг на 15% оно вообще выглядит невинным. На этой же планерке в мэрии сегодня было объявлено и о назначении нового исполняющего обязанности главного редактора газеты «Эхо столицы». В таком качестве был представлен Александр Яковлев. Последние 5 лет он работал главным редактором газеты «Цунтарские новости». Ну а станет он полноценным главным редактором газеты только после того, как его утвердят в этой должности депутаты окружного совета Якутска. Депутаты, кстати сказать, отказались от мысли проведения внеочередной сессии для избрания первого заместителя председателя и соберутся на очередную сессию только лишь 27 ноября. Сегодня коммунисты объявили программу празднования 7 ноября. Гвоздем станет традиционная демонстрация в честь 88-летия Октябрьской революции. Как всегда, эта акция пройдет под лозунгами защиты интересов людей труда. В этой связи лидер якутских коммунистов Виктор Губарев высказался не совсем лицеприятно в адрес председателя Федерации профсоюзов Александра Кимкимена. Он, по его словам, не защищает интересы населения, оказавшегося практически в бесправном положении. Не менее колкие характеристики были даны и только что родившейся партией «Справедливая Россия». К сожалению, у нас не приняты очные поединки политических оппонентов. Но надо сказать, что если бы они такие были, как таковые, то были бы не менее зрелищные, чем спортивные соревнования в последние эти дни. В субботу в Якутске прошел первый республиканский турнир по панкратиону. В весовой категории 70 килограммов финальный бой выиграл чемпион России из Хабаровска Гаджи Сайнулаев. В весовой категории 77 килограммов лавру победителя увенчали якутянина Арафата Ефонова. В этом же весе состоялся и супербой между чемпионом Дальнего Востока Андреем Мирошниковым, он живет в Южно-Сахалинске, и нашим земляком Мухаммедом Аушевым. Наш боец, надо сказать, оказался явно сильнее своего гостя, своего оппонента. И это не может не радовать. Ну и, наконец, в весовой категории 84 килограмма победил серебряный призер чемпионата мира Алавуддин Гаджиев. Победители этого турнира, помимо принятых в таких случаях медалей и грамот, получили еще и денежные призы в размере $1000 каждый. Ну а награды победителей еще одного турнира оказались скромнее. В субботу в Якутске автомобилисты закрыли сезон ралли «Золотая осень». В 4 классах автомашин на старт вышло 18 экипажей. В самом престижном классе R9 победителями стали Сергей Бакулин и Дмитрий Степичев. В свободном классе гражданских автомобилей фортуна оказалась на стороне экипажа в составе Вячеслава и Виталия Какаулиных. В классе А6, классе москвичей, первое место взял семейный экипаж Александра и Дениса Хворовых. Ну и, наконец, в классе «Лада Стандарт» лучшими оказались Андрей Запорожец и Василий Кудосин. Следующий старт у наших автомобилистов теперь планируется только в будущем году. Сезон откроется уже по традиции чемпионатом России и Дальневосточного региона по ледовым гонкам. Итак, 29 октября полпред президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе представил главе государства своих кандидатов на пост президента Якутии. Еще раз повторюсь, что этот документ служебный, рабочего характера, и поэтому никаких комментариев, конечно же, на этот счет официальных не последовало. Однако средства массовой информации этот факт не могли обойти молчанием. И вот, в частности, такая респектабельная даже газета «Ведомости» смогла лишь только повторить имена тех кандидатов, тех претендентов, которые мы с вами уже не раз слышали. Цитата. «Чиновник правительства Якутии допускает, что в списке могут оказаться имена 2 вице-президентов Алросы Семена Назарова и Эрнста Березкина. Источник в полпредстве называет среди вероятных претендентов главного федерального инспектора по Якутии Сергея Кириллина и гендиректора акционерного общества Якутскэнерго Константина Ильковского».
Напомню, что в нашей передаче на эту же самую тему мы уже не раз называли фамилии этих же самых людей, а часть из них даже смогла поучаствовать, ну скажем так, что ли, в комментарии того, кем или, по крайней мере, каким должен быть будущий глава нашей республики. Я хочу сейчас предложить несколько фрагментов прежних наших передач. Он должен быть честным и порядочным. Прежде всего. Прежде всего. Сегодня жизнь внесла многие коррективы среди людей, посвятивших себя управленческой работе, как в акционерных обществах, так и в органах государственной власти, муниципальных образований. Жизнь внесла положительные, позитивные коррективы. И сегодня, кроме знания одного направления, досконального знания одного направления, или экономики, или производства, этим сегодня обладают все руководители нового поколения. Этого недостаточно. Надо быть объективным, порядочным, честным и работать во благо той территории, которая требует такого руководителя. Вы никогда в школе, например, или в институте не играли в игру «Если бы директором был я»? Нет, такую игру не играли. Хотите сыграть сейчас? Нет, тоже не хочу. В данном случае молодых сразу, как говорится, забивает сразу, как на охоте. Правильно, выбирает, вот когда идешь на охоту на кабанов, всегда выбирает, если кто-то вырывается, молодой там, подсвинок, так убивает самых молодых и вкусных, поэтому в такой лучше охоте не участвовать. Если регион показывает нормальные стабильные результаты, есть как бы социально-экономическое благополучие по большому счету, как бы нету социальных потрясений, взрывов, когда основные программы, которые реализуются на федеральном уровне, в регионе успешно претворяются в жизнь, это и есть самый главный показатель, на основании чего можно делать вывод, менять руководителя региона или нет. Второе, конечно, мнение складывается, к сожалению, мнение складывается и от таких ведомств, которые делают аналитику внутри региона перед тем, как, допустим, либо там должны состояться выборы или что-то. И каждый по-своему заказывает. Вот это дестабилизирующий фактор, когда по чьему-то заказу анализируются и высвечиваются негативные стороны. Ну а тем временем народ, население, электорат, как хотите назовите, тоже не безмолвствует. Ему не безразлично, кто займет престижный кабинет на 4-м этаже в доме на площади Ленина. Президент должен быть добрый, хороший человек. Он защитник Конституции. Так что люди должны быть за него уверены. Президент республики должен обратить внимание на окраины города, в которых мы вот живем, например, тоже 17-й квартал, в частности. Да вообще невозможно. Детям негде играть совершенно, в этих помойках только все. Вообще смотреть больно просто. Работоспособным, знать все нужды именно вот, низших слоев. То есть проблема не только экономики, но и жителей тоже? Да, именно и сельского хозяйства. Именно каждого жителя он должен знать, какие у него проблемы и так далее. А вы думаете, президенты, которые были вот и сейчас, они этих проблем не знают? Я думаю, все же наши не доводят до президента именно что сейчас, как живут люди. К сожалению, Якутск — это не Москва, в том смысле, что политологов, экспертов у нас достаточно мало, которые, тем более, рискнули еще публично высказаться по этой самой теме. Исключение, пожалуй, составил один из наших политических тяжеловесов Федот Тумусов. И сегодня центр очень силен. Но бояться того, что кто-то там нам придет или там поставит случайного человека, я думаю, что не стоит, потому что там тоже сидят разумные люди. И мы неотъемлемая часть России, и все заинтересованы, во-первых, в политической стабильности, и, во-вторых,
в стабильном экономическом росте, чтобы и была социальная, ну, как бы справедливость, социально нормальная, все вопросы, чтобы решались. Поэтому сейчас идет там процесс, ну, я думаю, так, анализа, поиска, ну и некая вещь делается для того, чтобы посмотреть, как мы реагируем, как этот процесс идет, как он, насколько управляется и какие факторы определяют как бы сегодняшнее состояние и так бы, будущее, да, и перспективы. А как вам думаете, как вам кажется, вот будущий президент, будущий глава исполнительной власти, он кем должен быть? Он должен быть менеджером, он должен быть политологом, я не знаю, там, политтехнологом, либо еще кем-то. Вот он, какие качества преобладать у него должны? Вот знаете, сегодня вот Конституция, в нашей Конституции есть такая должность, как глава государства. Президент, он глава государства. Несколько лет назад было совсем другое. Президент, он был действительно глава исполнительной власти. То есть, как бы больше хозяйственник. Поэтому вот глава государства, это, естественно, должен быть в первую очередь политик, который бы обеспечивал как бы, вот, нормальное взаимодействие всех ветвей власти, нормальную социальную ситуацию и нормальное развитие политических процессов. Вот кто должен быть глава государства. Так? А естественно, вот, при этом должна быть исполнительная, нормальная хозяйствующая власть, так? Должна быть нормальная представительная, законодательная, значит, контрольная власть. Так? Ну и все другие значит, органы, там, факторы гражданского общества, они должны нормально работать. Поэтому я убежден, что вот президент, он должен быть в первую очередь политиком. Ну что же, кто на самом деле был представлен президенту Путину на должность, вернее, кандидатом на должность президента нашей республики, станет известно совсем уже скоро. Я имею в виду, причем не конец ноября, когда президент должен будет представить своего кандидата will to man, а будущую неделю. Дело в том, что в Якутске пройдет республиканская отчетно-выборная конференция «Единая Россия». Напомню, что первоначально планировалось, что эта конференция состоится в сентябре месяце. Однако, как считают эксперты, Кремль в ожидании того вот своего, так сказать, выбора решил повременить и не спешить с назначением нового лидера единороссов в нашей республике. Так вот, когда конференция изберет своего лидера на очередной срок, мы с вами сможем более точно определить, кто же на самом деле и займет и главный пост исполнительной власти нашей республики. На сегодня почти все. Это краткая версия релиза «Экса для пацанов». Сначала ведущие пугнули всех нас червонцем. Его нужно будет отстегивать в отделе каждого городского сарая с 1 января будущего года. А потом они загнули про какого-то мужика, который станет рулить газетой, которая совсем даже не «Вечерка». Пару слов кинули потом про уличную тусовку 7 ноября, но это нас тоже не касается. А потом рассказали о 4 мужиков, которые заколотили в эту субботу по 1000 баксов за мордобой, который они устроили в полтиннике. А потом рассказали о паре пацанов, десятков пацанов, которые в субботу за чем-то, за кем-то гонялись на своих машинах у свинофермы. Ну а большую часть этого базара занял треп про будущего президента республики Саха, в скобках, которая Якутия. Наворошили имена и погоняло каких-то мужиков, а в конце концов признались, что все это гон, потому что на самом деле президент Путин может просто на все это наплевать и забыть. Ну вот, на сегодня на самом деле уже и все. Завтра мы с вами обсудим тему, достаточно редко встречающуюся в средствах массовой информации, но затрагивающую интересы очень большого количества людей. Наша фундаментальная наука, как она выживает в наших рыночных вот новых условиях и как она зарабатывает. Об этом будет этой теме будет посвящена будущая наша передача. Ну а на сегодня действительно все. До свидания.